Как вы знаете, с 30 ноября по 5 декабря Министерством юстиции была организована декада правовой помощи населению. Вот сегодняшний день мы подвели предварительные итоги проведенной декады, и по результатам более чем 4000 граждан получили правовую консультацию. Я еще раз повторюсь, это предварительные данные. Это данные исходили из непосредственно оказанной помощи Министерством юстиции, его территориальными и подведомственными подразделениями. Как вы знаете, в рамках этой декады мы привлекли к этой работе также ряд других государственных и органов местного управления, а также гражданский сектор. Это более чем свыше 80 некоммерческих организаций, которые в своей деятельности занимаются вопросами оказания юридической помощи. Кроме того, мы отмечали, что в рамках этой декады мы изменили формат предоставления этой помощи. Эта помощь оказывалась и в виде онлайн-консультаций посредством непосредственно электронной почты, мессенджеров, это WhatsApp, Telegram, а также социальные сети, это Instagram, Facebook и так далее. То есть в настоящее время сегодня мы подводим определенные подсчеты, и я надеюсь, до конца сегодняшнего дня мы дадим уже конкретные результаты по проведенной декаде. Ну, я вкратце предварительно скажу, что данные эти, еще раз повторюсь, не окончательные, и в рамках этой декады мы по предварительным данным по обращениям сделали определенный анализ, и больше всего по вопросам юридической помощи обратились граждане непосредственно города Бишкек. Ну, это, наверное, понятно, поскольку именно на территории города Бишкек очень большое количество граждан проживает. И в основном люди обращались по вопросам наследства, по вопросам права собственности, это движимое и недвижимое имущество, это залог, дарение, по купле-продаже. Также очень много было обращений по вопросам семейного права, это алименты, развод, раздел имущества, определение места жительства детей и так далее. Кроме того, это было в основном в регионах, очень много было вопросов касательно земельных вопросов. Это и оформление земельных участков, это и раздел, это получение правоустанавливающих документов и так далее. Также очень много было обращений по вопросам касательно социального обеспечения. Да, это вопросы предоставления пособия, льгот, оформления их и так далее. А также по вопросам, связанных с документированием. Да, это получение паспортов и иных документов, которые необходимы для жизнедеятельности непосредственно наших граждан.